Привет, друзья! 21 февраля 2025 года в Башкортостане 10 часов и 4 минуты. И мы начинаем очередной выпуск «Аспектов Республики». И нас сегодня сразу двое. Женя, доброе утро. Доброе утро. Да, мы болели. Месяц мы пытались выжить, как-то вытерпеть. Непонятно, что это было. Ковид, не ковид. Какой-то ужасный вирус нас всех поразил. Но вот мы потихоньку с голосом робота, очень старого, все равно мы возвращаемся для вас и эфирим сегодня вдвоем. Доброе утро, дорогие подписчики. Поэтому, друзья, присоединяйтесь и вы к нашему разговору с помощью чата трансляции, которая, правда, тоже неполноценная сегодня, в том смысле, что только в YouTube идет, и нет ее в Телеграм-канале. Ну, не беда. В Телеграм-канале потом появится запись, как обычно, которой можно делиться, которую можно смотреть и как минимум лайкать. Вот, лайки – это вообще наша, знаете ли, валюта, золотовалютные резервы, я бы сказал, любого, кто работает через интернет или через YouTube в частности. Вот, на всякий случай напомню, вопросы вновь возобновились на тему того, что мы можем помочь с обходом блокировок, если вы хотите смотреть нас именно в YouTube. В этом смысле для нас это классно, это, скажем так, лучший вариант просмотра. Поэтому пишите, если вдруг есть проблемы у вас или у ваших близких, пишите через бот обратной связи в Телеграм-канале. Заходите в Телеграм-канал, нажимаете на название, видите описание, там увидите аспекты бот. Очень просто, в этом смысле никаких заморочек нет. Благодарность тем из вас, кто активно пишет туда новости. Вот вчера прям целый шквал был разных сообщений. И это мы берем в работу. Особенно если вы сообщаете про погибших из своих сел, это очень важная информация. Тем более, что, судя по всему, администрации стали все больше и больше это скрывать. Ну что ж, вижу, все работает. Мы обычно для затравки читаем новости. Давайте посмотрим, что у нас на федеральном и мировом уровне подготовили «Эхо новости». США пока не ведут с Россией переговоры о снятии санкций, заявил госсекретарь Марко Рубио. Территориальные вопросы на встрече в Риаде также не обсуждались, подчеркнул чиновник. По его словам, цель встречи заключалась в том, чтобы определить, есть ли реальный интерес к обсуждению мира. Администрация Дональда Трампа представила Украине новую версию соглашения по полезным ископаемым, выяснил портал Axios. По его данным, в этой редакции были учтены некоторые опасения президента Владимира Зеленского. Источники оценивают вероятность заключения сделки более высокой, и советники украинского лидера убеждают его подписать документ. Страны G7 откажутся от призывов ужесточить ценовой потолок на российскую нефть. По данным Bloomberg, первоначальный вариант коммюнике по случаю третьей годовщины начала вторжения России в Украину был существенно смягчен. Ранее СМИ стало известно, что США выступили против того, чтобы в заявлении G7 Россию называли агрессором. Госзакупки систем видеонаблюдения в России в 2024 году превысили 130 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант». Согласно этим данным, госорганы стали закупать на 22% больше таких систем, а госкомпании сразу на 131% больше. При этом доля камер с распознаванием лиц не превышает пока 5%. В пригороде Тель-Авива прогремели взрывы в 3 пустых автобусах. Еще в 2 были найдены не сработавшие взрывные устройства. В полиции назвали это попыткой теракта, пострадавших нет. По данным местных СМИ, ответственность за произошедшее взял на себя один из батальонов «Хамас». Движение общественного транспорта по всей стране было остановлено. Тело женщины, переданное накануне израильской стороне вместе с телами 3 других заложников, не принадлежит гражданке Бибас. Об этом заявили в Цахал. В сообщении израильской армии утверждается, что речь также не идет о теле какого-то другого заложника. При этом тела 2 маленьких сыновей Бибас были опознаны. По утверждению Цахал, террористы расправились с ними в плену в ноябре 2023 года. Сенат США утвердил Паттеля на должность главы ФБР. За кандидатуру 44-летнего юриста проголосовал 51 сенатор, 49 выступили против. Паттель – известный сторонник Трампа и последователь теории глубинного государства, которая якобы руководит Америкой. В декабре он заявил, что планирует расследовать деятельность президента Украины Зеленского.
Это были новости телеграм-канала «Эхо Новости». Такова ситуация в стране и в мире к данному часу. Вы знаете, есть такое французское слово «магадёр», которое переводится как «грабить». И вот мне кажется, то, как ведет себя Соединенные Штаты Америки по отношению к Украине сейчас, пытаясь какие-то полезные ископаемые пытаться у них отобрать за свою помощь и так далее. Это прям по Википедии военное преступление, то бишь грабеж убитых и раненых на поле сражения или в результате стихийных бедствий. Мне кажется, что это прям вот по лекалам то, что происходит сейчас в Соединенных Штатах. Ну, кто бы мог подумать, что на третий год войны так мы будем рассуждать о Соединенных Штатах Америки. Возник союзник, откуда не ждали, как говорится. У кого, да. Вот тут Азат пишет, в США митинги против Трампа и Маска проходили, видели? Пока, конечно, небольшие, но по CNN сказали, что если Трамп продолжит свою политику, рискует импичментом. Даже республиканцы многие против. То, что внутри партии происходят высказывания против лидера, есть такое, это уже точно. А вот по поводу митингов, знаете, для меня это что-то новое. Хотя, знаете, вчера же мы с вами обсуждали эту тему, я говорил, что ничего исключать нельзя. Поглядим еще, как вообще начнут разбегаться многие члены его команды, это во-первых. А во-вторых, начнутся процедуры отрешения от власти. И это вполне реалистичный сценарий. Хотя непростой, сложный, длительный. Ну, вообще, в принципе, импичмент не должен быть простым, иначе, как говорится, всех президентов будут день и ночь отправлять в отставку, ну, кроме одного, да. Вот. А как бы это все становится реалистичным, именно так. Но, к большому сожалению, мы сейчас имеем такую ситуацию в нашем обществе, в социальных сетях, такую поляризацию на вот здесь у нас ультралиберальное, такое полулевое общество с, понятно, там с 50 гендерами и так далее. Здесь у нас такое, наоборот, очень консервативное общество. И эти митинги, они неизбежны. Я думаю, что на самом деле импичмент – это такое громкое слово на сегодняшний день. Ну, пока рано, конечно. Да. У нас последние 800 лет пытается Германия запретить партию АфД, и как бы тоже это ни к чему, к большому сожалению, не приводит. Поэтому пока губу раскатывать рано. Ну что ж, перейдем к Башкортостану в целом. Да, давай, начни с чего-нибудь. Собственно, отбивка наша. Так. Ну, собственно, первая же новость, отмеченная тобой как важная. В Башкирии мужчина поджег автомобиль любовника своей жены. Возбуждено уголовное дело. В Октябрьском местный житель решил отомстить обидчику радикальным способом. Ночью 15 февраля он поджег Kia Sportage, припаркованный во дворе дома на улице Новоселов. Момент попал в обзор камеры компании «Фонарь». Судя по кадрам, сначала мужчина облил иномарку горючей жидкостью, он же бензин, скорее всего, и поджег ее. Машина заполыхала, мужчина тут же сбежал, автомобиль потушили прибывшие пожарные. Вот, собственно, и уголовное дело, как я сказал, на этот счет возбуждено. А у меня на этот счет только один комментарий. Я поражаюсь с ужасом того, что даже в прекрасную Россию будущего, если мы вернемся, то уже этот технический прогресс никуда не деть. И то засилие видео с умных домофонов, с вот этих всех бесконечности телеграм-каналов, ты смотришь и понимаешь, что конечно, особенно ошибки юности могли бы некоторые попасть на эти камеры. И спасибо, что я в это время не живу, но, конечно, опасно. И это прям вот, ну так, даже не знаю. Как бедные наши уфимцы с любительством, так сказать, выходные отдохнуть, вот, повеселиться и как-то подебоширить, они это в самом отдаленных даже уголках, везде камера их преследует и показывает каждый их грех на всеобщее обозрение. И не только грех, но и любой курьез попадает на камеры. Да. Мы настолько от этого отвыкли в повседневной жизни. Вот здесь у нас же камер нет, в принципе, как вида. То есть, они где-то там единично встречаются. Но это как в 90-е у нас, когда камеры могли себе позволить какие-нибудь супербогатые банки
и то там в паре кабинетов только. Вот. И, соответственно, вот действительно от этого отвыкаешь. С другой стороны, как-то спокойно себя чувствуешь, ходя по улицам, понимая, что никакие распознавания лиц на этот момент не работают и не снимают тебя. Кстати, тут Азат Network пишет, что поняли ли мы, что он переименовался. Видимо, это тот, кого мы раньше называли просто Network. Спасибо. Я тут призывал наших подписчиков приобретать себе более понятные, удобочитаемые имена, ники хотя бы, да, и вот вы прислушались, спасибо. Будем вас называть Азатом, без всяких там нетворков и так далее. Так, у меня тут кое-какой перезагруз с камерой произошел, я надеюсь, все уже в порядке, и я снова с вами. Так, рекетир Трамп вспомнил 90-е, спрашивает Светлана, задавая, по сути, риторический вопрос. Ну, не без этого. Я говорю, человек, который, в принципе, может себе позволить говорить все то, что ему приходит в голову в данную секунду. Даже мы здесь, знаете ли, в ранние утренние часы, когда не знаем, что сказать, все равно фильтруем базар, все равно стараемся выбирать слова, и тем более преподнося какие-то факты, ну как-то на что-то ссылаться. А он может легко за чистую монету выдавать любую фантазию. Он же про 4% откуда-то выдумал. Вот прямо интересно, откуда он их взял. Это вот в этот момент... Я думаю, что сеть телефонного разговора, Руслан. Там был некий телефонный разговор с одним престарелым чекистом, который рассказал, мы про 4%. И что только не рассказал. Трамп. Ну да, можно представить себе, что все-таки он это не выдумал, а решил запомнить, когда ему об этом рассказали. Печально, конечно. Ладно, давайте дальше. Переходим к более серьезным постепенно новостям. Ну, как сказать серьезным? В общем, сами судите. Мы просто рассказываем и комментируем. По программе «Башкирская вахта», оказывается, и такая есть, работу в УМПО, нашем замечательном предприятии, получили аж 579 человек. Значит, вообще мы знаем, что на заводе дефицит кадров, особенно на фоне войны. Этот дефицит вырос, там про 3800, по-моему, человек дефицита нам докладывалось. И вот 579 привлекли по этой самой вахте. Среди них 183 производственных рабочих, 114 специалистов и 128 учеников, которые только учатся рабочей профессии, рассказал Николай Лютов, руководитель по персоналу завода. По его словам, нынешняя зарплата у производственных рабочих от 68 до 166 тысяч рублей. У вспомогательных 55-122, у контролеров 37-65, у специалистов 40-140. При этом, как заявил директор по персоналу, в лучшие годы в МПО работали 50 тысяч человек. В настоящее время более 2000. Что-то вообще как-то не вяжется. Как может на заводе МПО работать более 2000 человек? Либо директор по персоналу вообще не понимает, что происходит у него на заводе, либо журналисты ошиблись. Ну, это точно какой-то косяк, потому что меньше 1008, ну, ПО работать просто не может, это какой-то, блин. Абсолютно, да. Ну, если им 3800 не хватало сотрудников, ну, какие 2000? Ну, извините, только на одной из площадок может быть 2, ну, и то больше, да, ну... Они все туда отправились, как бы, прям все поехали. Вот, кстати, пояснение, что такое вахта в данном случае я очень ждал, но вот как-то я не понял. То есть это люди откуда? Их где-то привлекли в других городах, и они знали приезжать сюда вахтовым методом на месяц, или как это происходит? Почему это называется вахтой? В общем, остается непонятным. Ну вот, в общем, если вдруг кому интересно, что тут, как говорится, можно работать. Вот. Дальше. Что у нас? У нас «Коммерсанта» новости. Тут, как говорится, полюбопытнее. И в то же время, опять же, новости из разряда «И смех, и грех». В Башкортостане разработали наконец-то, вот долго старались, разрабатывали, анонсировали и вот разработали порядок предоставления дров семьям участников СВО. Вот, знаете, мы об этом столько говорим, ну, наверное, потому что как бы вот просто... Ржать охота. Ну, на самом деле, это на серьезных щах все преподносится. Значит, правительство республики собирается утвердить. До сих пор только собирается, боже мой. Порядок выделения лесных насаждений семьям. Проект постановления опубликован для общественных обсуждений на официальном портале региона. Чтобы получить делянки для заготовки дров, делянки, то есть на корню.
Военнослужащие или члены их семей должны обратиться в ГКУ РБ Управление лесничествами, с которым необходимо заключить договор купли-продажи и оплатить всего 10% от стоимости насаждений. Делянки отводятся силами лесных хозяйств. Однако заготовку, вывоз дров и очистку лесосеки должны выполнять сами заявители. На одну семью предусмотрено до 20 кубометров в год, то есть 3-4 дерева больших, таких нормальных, основательных. Ладно, 10 деревьев, окей. Кроме того, семьи военнослужащих могут подать заявление на покупку готовых дров. В этом случае заявители должны оплатить дрова по себестоимости. Кроме того, им придется оплатить доставку древесины в случае ее перевозки транспортом лесхоза. В общем, существенности в этой льготе я вообще не вижу толком. Практически не вижу. Окей, скидка вроде как фигурирует, но если брать на корню... Хорошо помню те времена, когда этим занимались, мои родители в частности. Я, конечно, был еще мал и в лес не ездил, но мы участвовали во всем цикле, скажем так. И это очень тяжелая работа, физически прежде всего. Если на это будут готовы участники СВО, как говорится, хотелось бы на это посмотреть. Мне кажется, их вывезут. У меня уже полное ощущение, что так как... Я не знаю, ты-то точно должен был видеть про заявление Екатерины Михайловны о том, что такой бытовой комфорт россиян, он один из таких приоритетов властей, чтобы доставочка в 3 часа ночи работала, чтобы интернет не лагал, чтобы какие-нибудь мультики, ВКонтактике были, и так далее. И, конечно, все эти бесконечные СВОшники, если уж действительно... я пишу в социальных сетях о том, что мне этот мир не кажется миром явно, но эти подписанные соглашения, если уж они и будут, то все эти бесконечные СВОшники у нас в больших городах властям точно не нужны. И куда-нибудь их за 105 километрах отправить, как в начале 50-х, конце 40-х годов отправляли всех этих бесконечных мужчин на подшипниках и этих досочках, куда-то они делись. То же самое, мне кажется, здесь так или иначе будет. Поэтому это такой первый шаг для того, чтобы ребят, вам дрова, и катитесь на этих дровах куда-нибудь подальше, собственно. У меня есть такое ощущение, что, конечно, и взлет бандитизма какой-то, и в целом неудобства. Я периодически читаю, что заколебали эти СВОшники, пьяные приходят, начинают там что-то рассказывать, какие они герои, и у людей это в каких-то барах, заведениях вызывает отвращение, не с точки зрения либералов, а просто какой-то дискомфорт, потому что ведут они себя исключительно похабно, им кажется, что все им должны, и у людей появляется какой-то определенный дискомфорт. И, собственно, отправить их за 105 километр, это, мне кажется, вполне в логике такого любого путинизма, раннего, позднего, среднего. Поэтому мне кажется, что про дрова и сейчас еще что-нибудь надо добавить, какой-нибудь я не знаю, что... Слушай, любопытное наблюдение. Неужели такое есть? Единственное, получается, люди еще не осмеливаются говорить, мы вас туда не посылали, да? Просто тихонечко отворачиваются и перестают слушать. То есть есть реальные сведения о том, что так происходит в уфимских заведениях, просто мне такое не попадалось. Конечно, представляешь, то есть, с одной стороны, у нас все вне политики, кто-то за, кто-то там еще за что-то, как углубляешься в политические воззрения наших сограждан, хочется, конечно, с ума сходить от логики вообще людей, которые обо всем чем угодно думают, кроме как о горе, происходящем в Украине. Но чисто по-бытовому, когда ты сидишь там с девушкой, еще что-то, с друзьями разговариваешь, и тут вваливается человек, который начинает всему бару рассказывать, как он там где-то стрелял, воевал и так далее, у людей это вызывает, конечно, дискомфорт. И никому это слушать не хочется, и общаться с ними на эту тему, может быть, хотелось первые 2 дня, на 3-й это все надоело. И эти люди приезжают. Понятно, что 99% поехали за бабками, но они так или иначе, приезжая, естественно, начинают из себя корчить Рэмбо, больших героев. Им хочется со всеми поделиться, как у них там на фронте, а вы здесь сидите, пьете, жрете свое пиво, там, я не знаю, ешьте свой бургер, пока наши ребята там гибнут. Это естественная логика. И у людей это вызывает естественные эмоции. Поэтому никаким патриотизмом СВО у нас в стране и республике как не пахло, так и не пахнет.
кажется. Это да. И в этом смысле пусть бесятся зетники, реальные патриоты, скажем так, ну, в кавычках. А вот тут Стобавовна любопытную информацию нам передает в качестве иллюстрации и подтверждения твоих слов. Моей троюродной сестре сельсовет бесплатно привез зелок горбылей за погибшего сына. Ну, то есть отход пилорамного производства в виде дров. Но она передовик при этом в плетении маскировочных сетей. И вот так вот, да, то есть благодарит Родина своих героев. В общем, все как у нас устоялось десятилетиями, столетиями, в этом смысле сейчас особо ничего не изменяется. В общем, и, наверное, в этом смысле стоит этому радоваться. По крайней мере, вот в данной конкретной ситуации, с учетом всех нюансов того, что происходит. Ну а мы дальше двигаемся. Еще одна новость, которую передает «Коммерсант», это продолжение многолетней тяжбы пожилого мужчины Фатхулы Исхакова, который благодаря стараниям команды юристов Виталия Буркина взыскивает с государства деньги. Ну, по крайней мере, пытается взыскать. На сей раз советский райсуд приступил к рассмотрению заявления 87-летнего Исхакова к Минфину о взыскании 3,5 миллионов рублей. В эту сумму вошли потерянный заработок за 13 лет незаконного лишения свободы с учетом индексации и услуги юриста. Заседание будет 27 февраля. Ранее тот же «Коммерсант», да и мы сообщали, что Исхакова в 1959 аж году приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство 3 женщин. Срок был уменьшен тогда же до 13 лет, он его отбыл. В мае 23 года Верховный суд России отменил обвинительный приговор, тот самый древний 59 года, признал за пенсионером право на реабилитацию, и в итоге вот с тех пор Исхаков борется, он требовал вообще 450 миллионов компенсации морального вреда. Сначала Ленинский райсуд присудил ему 31,6 миллионов, в общем-то это было очень неплохо, но Верховный суд Республики снизил сумму до 2 миллионов рублей, а Кассационный суд в итоге пришел к компромиссу в размере 6 миллионов. Насколько я понимаю, вот эти 3,5, о которых идет речь в новом суде, это новый иск, и он уже идет не за моральный вред, а именно за компенсацию незаработанного. То есть молодой человек мог бы работать тогда, зарабатывать, но этого не смог сделать. Поэтому вот пошли этим путем. Молодцы, надо сказать. Поддерживаем всячески это начинание и шлем лучи поддержки как Исхакову, так и Буркину, который его защищает. Мне кажется, что это, его простите, конечно, за цинизм, но 87 лет человек, он бьется уже который год. Я читаю про то, как он ходит по всем инстанциям, по этим судам, добиваясь себе компенсации. Но, может быть, это уже воспринимать как какое-то, я не знаю, если не развлечение, это вид спорта, что ли. Но понятно, что никаких 450 миллионов тут говорить не приходится с нашей стороны. Вот, и можно бесконечно судиться, просто, может быть, зачем это надо? И, я не знаю, может быть, 87 лет уже, я не знаю, куда-то поехать. Вот эта фиксация на том, чтобы постоянно бесконечно судиться, я не был в уфимской тюрьме даже недели, но не в уфимской, в любой другой и не был. Вот, поэтому, может быть, это, конечно, я понимаю, что это ужас, какой-то опыт не самый лучший, которого мы никому не желаем в целом практически, но, тем не менее, я даже не знаю, может быть, стоило бы заняться чем-то более продуктивным, чем с Буркиным сидеть бесконечно в этих судах. Неожиданно, ну а что? Когда есть возможность у этого государства что-то отсудить, надо пользоваться. А он пенсионер, какие у него дела? Он прекрасно себя чувствует, и, по крайней мере, на вид, и занимается тем, что считает правильным. Скорее всего, юристы на него влияют тоже, и говорят, давай, мы тебе поможем. С него денег за это не берут, скорее всего. То есть не скорее всего, а точно. Да, господи, ради бога, пусть судятся, и все бы так делали. Завалить бы судебную систему подобными исками. Вот тогда было бы прекрасно, чтобы не было у них времени на, я не знаю, шучу, конечно, время найдут они, и судей найдут, и залы найдут.
но хотелось бы все-таки, чтобы они занимались реальными делами, а не жили политическими процессами, как, например, по Баймаку. Вот. Тут, кстати, вопрос, я не могу не отреагировать. Азат спрашивает, когда дебаты между Телиным и Габасовым, имеется в виду иностранные агенты Федор Телин и Руслан Габасов, и я тут, значит, отвечая на вопрос, скажу, что вы уже отстали, Азат. Последние дни были актуальны на повестке, значит, вопросы возникновения дебатов Руслана того же Габасова с Уралом Байбулатовым. Но и это, к сожалению, не состоится. В случае с Байбулатовым и Русланом Габасовым отказался от участия в дебатах Руслан Габасов, а в случае с Телиным в целом. Как и с Телиным тоже отказался Габасов. А Габасов, то есть и в переписках со мной и так далее, дал понять, что Телин мелко плавает по сравнению с Габасовым, что он не медиен, что он больше не интересен, разговаривать с ним не о чем. А в целом можно во многом согласиться в плане того, что Федя действительно пропал где-то с августа прошлого года, а практически не писал постов, и мы о нем не слышали. Вот он пришел к нам, он один раз написал там пару постов буквально, но о его медийности говорить не приходится. Но когда Руслан мне сказал о том, что не хочу Телина, давайте как бы вот с Лилией Чанышевой бы я подебатировал, я ему честно сказал, что Лилию Чанышеву мы сами где-нибудь ждем, хотя бы где-нибудь. Но ее как бы найти не приходится. Я говорю, Руслан, это из разряда фантастики, с Телином это можно организовать, а с Лилией Чанышевой точно не пойдет с вами на дебаты. Вот, на что как бы он отреагировал, ну и хрен бы с ними. Вот, поэтому дебатов у нас никаких не предвидится. Если кто-то хочет подебатировать, мы всегда, собственно, это провести. Да, очень много непростых, скажем так, хитросплетений во всех этих делах. Наше-то дело простое, мы всегда рады. Готовы, приходите. Вот вам время, вот вам какие-то простые правила, которые мы оговариваем заранее, и давайте им следовать. Вот. Но у людей всегда есть свои какие-то для этого куча аргументов. Вот в случае с Телиным и Габасовым, в общем, понятно, да? И вот последнее, что с Байбулатовым было. Тут я думал, уж точно они оба согласятся. Как бы в отличие от истории с Телиным. Ну, казалось, что вроде как вообще во многом единомышленники даже, я бы сказал, представители башкирского национального движения. Да, один за границей, другой внутри. Да, у них есть разногласия, но вот как раз разногласия можно было бы обсудить. И, соответственно, где-то сойтись на чем-то общем. Тем более общие все-таки какие-то знаменатели есть. Но даже тут не срастается. Это любимая национальная забава башкир друг с другом ругаться, как кто-то известный великий говорил. Впрочем, наверное, это касается не только башкир, и не обязательно это говорил кто-то известный из башкир. Да? Скорее всего, это свойственно, в принципе, очень многим людям и народам, особенно населяющим большую разномастную империю. Вот. Ладно, как говорится, дальше двигаемся. Ну, давайте, собственно, возьмем новость про транспорт, которая мне, по крайней мере, сильно понравилась. О том, что уфимцы на транспорт пожаловались, по мнению властей, он ходит чаще, чем нужно. Итак, жители Кузнецкого затона, которые на моей памяти всегда жаловались на транспорт и на то, что их каждую весну еще топят периодически, 18 февраля сообщили о проблемах с маршрутом номер 13. По их словам, автобусы переполнены, а интервалы движения увеличились до 15-20 минут, во что мы в целом охотно верим. Но 13 февраля в утренний час пик по инициативе прокуратуры сотрудники управления транспорта и связи Уфы провели проверку на остановке «Монумент Дружбы», что, собственно, не является Кузнецким затоном, насколько я знаю. Кузнецовским. Да, Кузнецовским. И, как сообщили ЮТВ в ведомстве, средний интервал движения автобусов составил 7 минут, а наполняемость транспорта оценили в 4 балла из 5 возможных. Видимо, 5 – это когда у всех вот так лица прислонены к автобусу, и мы видим этих несчастных людей, которые как шпроты в банке друг другом пытаются взаимодействовать. Видимо, это 5 баллов.
Вот. И вообще интересно вот посмотреть эту бальную систему, как они на глаз оценивали наполняемость транспорта. Собственно, цитата: «Средний интервал составил 7 минут, та-та-та». А Башавтотранс направлено письмо с просьбой, несмотря на то, что интервал 7 минут, несмотря на то, что на самом деле все прекрасно, тем не менее Башавтотранс направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность замены автобуса среднего класса на автобус большого класса, заявили в управлении транспортной связи Уфы. Вот такая вот прекрасная новость. А жителям Кузнецовского затона хочется только пособолезновать, конечно. Уже все О, боже мой. Ну, как бы это, да, и не новость в то же время, но мы не можем их обходить, потому что каждый раз хочется действительно подтверждать и доказывать, что провал у команды Хабирова по всем направлениям, даже по таким простым и понятным, в которых можно было бы добиться успеха. Ну, чтобы хотя бы как витрину использовать, да. Вот у нас всегда в нашей стране была такая практика: нигде не дорабатывать, везде, как бы, ну, скажем так, проваливаться, но иметь какую-то витрину, которую можно показать заморским гостям, чтобы похвастаться или хотя бы, ну, подтвердить, что у нас все относительно неплохо. Всегда у нас были витрины, даже целые республики у нас были витринами, да? Вспомним Эстонию в советские годы. Она была таковой для стран соцлагеря, в частности. Там, я не знаю, Москва была витриной и с точки зрения транспорта, и с точки зрения там гостиниц. И вот Хабиров мог бы постараться вложить все силы, чтобы сделать, например, транспорт. И это можно было бы всякий раз преподносить как победу. И люди бы все-таки обрадовались. Ну, реально, польза была бы. То есть и витрина, и польза одновременно. Это же классно. Почему бы не добиться успеха хотя бы в одном направлении? Но нет, как показал 6-летний опыт, даже в одном направлении добиться успеха не могут. Ладно, повторим. Ну, это же прекрасно, понимаешь? То есть люди говорят: 20 минут ждем автобус. В ответ, собственно, вот эти чиновники или проверки, сотрудники управления транспорта говорят: нифига, не 20 минут, 7 минут. То есть вы врете, люди, у нас тут 7 минут на наземном транспорте. Потому что, да, неделю назад мы там тоже были и ждали 7 минут. Ну, блин, неделю назад действительно, может быть, 7 минут было, а вот сегодня 20. Ну, как да. Нет, это неправда, вы все врете. И наполняемость 4 из 5. 4 из 5, что такое 4 из 5? Но при этом мы, конечно, да, мы должны автобус заказать большего класса, хотя все на самом деле хорошо, но вы врете. То есть вы врете, но мы вам где-то вот на уступки типа пойдем. На самом деле я бы не ждал ни автобусов большого класса, ни вообще каких-то автобусов. В целом это все путь в никуда. Мне кажется, что Башавтотранс скажет: да, вот на самом деле у нас тут тоже 7 минут и наполняемость хорошая, и на самом деле все врут. Это все иноагенты из Берлина рассказывают. Я тут, значит, на чат внимание обращу. Спасибо, друзья, за то, что вы общаетесь и вот даже шутить пытаетесь. Азат, в частности, нас возвращает к теме российско-американских отношений в виде шутки одного из известных телеграм-каналов: за оскорбление Трампа и его администрации будет штраф. Вообще, конечно, эта тема уже за пару дней прям-таки отработана, скажем так, остроумными людьми. Ну вот, например, Госдума должна рассмотреть введение штрафов за дискредитацию властей США. Мы не позволим называть наших союзников пиндосами, писал, по-моему, политтехнолог Андрей Потарицын. Я уж не знаю, сам придумал или не сам, но в его телеграм-канале это было. И такого рода шуток, знаете ли, довольно много. Или как Трамп общается с героем фильма «Один дома» и, значит, спрашивает у него: «Ты зачем напал на тех двоих здоровенных мужиков?» Ну, в данном случае грустная, конечно, шутка. Имеется в виду то, что Трамп обвинил Украину в развязывании войны в 2022 году. То есть, знаете, даже если в Кремле, в общем-то, подумывали о том, что где-то им, в конце концов, должно повести. Ну вот где-нибудь какой-нибудь мировой там лидер, там какой-нибудь Роберт Фицу из Словакии что-нибудь хорошее скажет, и будем радоваться. Ну вот что вот так вот повезет. Я думаю, что ни в одном сладком сне обитатели Кремля даже не думали, что вот придет американский, на секундочку, президент и будет говорить, что это, значит, Украина сама развязала войну в 2022 году. Мне кажется, даже в Кремле не знают, как реагировать на это правильно. Ну, что бред какой-то. Но это не бывает такого никогда, потому что никогда быть такого не может. Ну, новости от юмористических пабликов – это одно, а
прекрасная цитата Дмитрия Анатольевича Медведева, датированная 14 октября 2024 года, о том, что переговоры с США – это как перемирие с Гитлером. Это прекрасно, мне кажется. Дмитрий Анатольевич тут попал в самую точку. Собственно, у нас в целом мы с Дмитрием Анатольевичем согласны. Да. И вообще, конечно, вот иногда даже, знаете, шучу с одной стороны, но жалко пропаганду, потому что ей каждый раз нужно подстраиваться под изменившуюся конъюнктуру, а она иногда меняется так неожиданно, так резко. Понимаете, да, Америку во всех ее смыслах и проявлениях было принято ругать вот последние пару лет, и без всяких скидок, без «но», в общем, последовательно и окончательно. То есть там нужно и в радиоактивный пепел ее превратить, и вообще все очень плохо. И тут резко что-то меняется, и они даже не готовы были. И вот они не знают, как себя вести. Есть, к счастью, на просторах независимой журналистики те, кто как раз-таки разбирают это все. Например, Люся Штейн, да, известная соведущая Александра Плющева на его канале. И препарируют все вот эти вот выкрутасы пропаганды. Я очень люблю за этим наблюдать, на самом деле. Одно, как всегда, удручает в этом вопросе, что, к сожалению, только нас это трогает, а вот те, кто являются зрителями пропаганды, они, как правило, этих противоречий не замечают. И вопросов, даже риторических, даже внутри своих сознаний не задают. Стоп, а что же случилось? Почему вчера ругали, а сегодня не ругают? Как-то вот настолько центры принятия решений в головах людей атрофируются, что даже элементарных противоречий они не замечают. Или замечают. Может быть, я ошибаюсь. Вот. Если ошибаюсь, то я был бы рад в этом смысле ошибаться. И люди действительно хотя бы в какой-то доле начинают понимать, что что-то не то, что им вешают лапшу на уши с ящиков и из других источников. Вот. Ой, давай к новостям. У нас еще остались они по Башкортостану. Министр внутренних дел по республике назвал средний размер взятки в регионе. Он каждый год в феврале выступает перед госсобранием и что-нибудь интересное говорит. В прошлом году, например, он говорил, что в Баймаке случился ужасный погром, и мы все это дело доведем до печального конца. И доводят постепенно. А вот сейчас ничего нового особо не было, кроме взятки. За получение взяток в крупном размере задержаны директор Дуванского многопрофильного колледжа, главный врач Зилаирской центральной больницы. Уличены в совершении коррупционных деяний должностные лица администрации Гафурийского и Иглинского районов. Всего пресечено около 1000 преступлений такой окраски. Привлечено к ответственности 247 лиц, сказал, собственно, Александр Предко на заседании Госсобрания. А средняя сумма взятки составила 131 тысячу рублей. Я не знаю, как на это реагировать, много это или мало. Вообще, конечно, по сравнению с представлениями о масштабах коррупции, эта сумма невелика. Но она на то и средняя, да? Если с одной стороны миллионы, с другой стороны 1000 рублей сотруднику ГАИ. Вообще, есть такие сейчас взятки сотруднику ГАИ 1000 рублей? Наверное, и там уже суммы покрупнее. В общем, судите сами. У нас почему-то средняя заработная плата и средняя пенсия всегда завышенная. Есть такое ощущение у народа. Это в 3. То размер взятки такой, скромненький. Я думаю, что могли бы 31 тысячу вполне себе, поверил бы в сумму и 500 тысяч, например, рублей. А в среднем, если взять. А перечисляя, собственно, взяточников, надеялся я услышать про Дуванский многопрофильный колледж, главный врач и тот раз, и там некоторое количество людей из команды Хабирова тоже куда-нибудь туда бы причислить бы их, потому что, масштабы поражают. Так, собственно. У нас тут в чате люди переписываются по теме того, что можно было бы рэп-баттл устроить между, собственно, Бибулатовым и Габасовым. Вообще, и на дебаты их подстрёк я, потому что они, так уж вышло, в Фейсбуке начали в ветке под моим комментарием друг друга, собственно, шпынять как-то. И я говорю, ребят, к сожалению, просто Facebook так устроен, что я написал смешной комментарий, Габасов не ответил, Байбулатов посмеялся с моего комментария, начал с ним как-то дискутировать, а все это мне
постоянно переходило в качестве уведомлений, собственно, в Фейсбуке. У меня телефон постоянно дребезжит, я открываю, там они друг с другом как бы общаются, я тут ни при чем. Я говорю, ребят, может, как-то уже, может, подебатируем, вот мы готовы. Вот, собственно, ни к чему это не привело. Габасов решил повести себя как джентльмен, сказав о том, что я-то могу говорить все, а этот, если что-нибудь скажет, то отправится в места не столь отдаленные и вполне себе надолго. Вот. А потом вроде как согласился, потом отказался. В общем, там целый бразильский сериал или что-то вроде «Просто Мария» случилось. Вот. Собственно, поэтому мы пока что ничего не ждем. Собственно, Бабовна сказала, что считает, что темный Урал, я не знаю, кто из них темный, кто из них светлый. Мне кажется, они оба очень интересные люди. Вот, и послушать их было бы интересно. Собственно, давайте... Я не могу не вспоминать все-таки опыт личного взаимодействия, раз уж на то пошло. Вот хотел 100 Бабовне ответить. На Куштау 15-16, собственно, 16 в день ключевых событий, очень важную позитивную роль сыграл Урал. И вел себя абсолютно искренне и активно, и, я не знаю, смело, в конце концов. Вот. Мы-то с ним познакомились тогда, вот буквально накануне этих событий, я уже не раз об этом рассказывал. И вот если судить по тем конкретным действиям на горе и после, когда была встреча у Хабирова, я напомню, в общем, он взял на себя смелость возглавить на тот момент все гражданское общество республики, ни много ни мало, да, на самом деле. Это был самый массовый протест за всю историю, в принципе, Башкортостана современного. И он тогда был лидером этой истории и ни разу в грязь лицом не ударил, вот в тот момент, по крайней мере. Поэтому, в общем, если судить по делам, то в этом смысле я не согласен с негативной его оценкой. По словам, которые в соцсетях, споры, там, поиски виновных, вот эта охота на ведьм, так называемая, это есть. Тут этого не отнять. И не только у него, к сожалению. Это вообще общая история и болезнь. Она абсолютно повсеместная. У нас даже выборы Соединенных Штатов Америки превратились в то, что люди друг друга чуть ли не на 3 буквы посылают. Это, к сожалению, вот время такое. Опять же, есть там много видео о том, как раньше выглядели дебаты в Штатах, и как они выглядят сейчас. Можно посмотреть на то, как наша прекрасная российская оппозиция друг с другом разговаривает, просто создав аккаунт в Твиттере и подписавшись на пару-тройку наших оппозиционеров, собственно, абсолютно уши вянут от того, как они друг друга называют, как они друг с другом общаются. Вот, поражаешься. Да, я, кстати, скажу, что упоминаемые нами соцсети, как правило, запрещены в России и заблокированы. Это и Твиттер, это и Фейсбук, и Инстаграм. X тоже заблокирован, мы не знаем. Да. Кто? И вот Твиттер, который X, он все-таки Илона Маска. Твиттер имеется в виду X, конечно, да, разумеется. Возможно, он не заблокирован. Как нет, заблокирован, пока еще не было решений. Ввиду того, что это все-таки друзья Путина новые ведут, поэтому... Ручки просто не дошли технически, я думаю. Так, у нас время-то поджимает, а новости еще остались. Да, давайте пойдем дальше. Помните, говорили... Сейчас, давай коротко. Любимая подрядчица Минкульта Башкирии проиграла суд о сговоре при проведении чемпионата WorldSkills. Речь про Гульнару Юрину, предпринимательницу, о которой мы уже много говорили, повторяться не будем. Это женщина, которая вот эти вот большие шоу и всякие форумы помогает проводить чиновникам республики, и почему-то всегда именно она и ее фирма выигрывает контракты. И вот оказывается, не все коту масленица, как говорится. История аж 22 года с этим WorldSkills, она вот тянется, и кое-где ей не удается отстоять свое честное имя, так сказать. Если вспоминать то, что вот более-менее на слуху, пруфы они когда писали, прям таки Минкульт у нас возбудился, как ай-яй-яй, да вы что, да у нас все хорошо, мы никаких коррупционных схем не реализуем. Но таких, знаете, вразумительных ответов от Минкульта не поступило. И вот суд признает, что да, вопросы есть, не все чисто, не все прозрачно. Опять же, ничего удивительного и нового в этом нет, но на всякий случай, как говорится, мы должны это помнить и убеждаться даже вот на таких мелких, скажем так, судебных решениях. Давайте добавим буквально вот из прошлого такую цитатку о том, что у нас один очень крупный башчиновник в свое время
обосновал временные тенты тем, что они будут потом использоваться. Собственно, давал зуб, а где эти временные тенты, их, по-моему, нигде нету. WorldSkills — это такая большая дыра в этом плане случилась. Это да. Значит, у нас еще из криминальной хроники оставалось. Хотел, конечно, на эту тему поподробнее, но, наверное, не получится уже. Башкирская семья превратила детей в крепостных. Значит, глава Следственного комитета Бастрыкин, слушай, мы чуть было не провалили эфир, мы ни разу не упомянули его имя сегодня, а вот сейчас все исправили, нормально. Так вот, Бастрыкин заинтересовался жестокостью к детям в Куюргазинском районе республики. Поводом для проверки стал сюжет на НТВ в программе «За гранью». Семья приняла 11 детей приемных, при этом в доме воспитывались еще 2 родных. Если их условия были еще даже очень ничего, то усыновленные ребята вынуждены были ютиться в помещении, напоминающем общежитие. В программе указывали на то, что приемная семья куда лучше относилась к родной крови, чем ко взятым под опеку детям. По словам одной из девочек, выросших в доме, ей не давали все полагающиеся деньги и обделяли всем, чем можно. Мы не имели права даже присесть отдохнуть, работа на участке, в огороде, дома, завтрак давали только после уборки, у родных у каждого была своя кровать. Мы все в одной комнате на 2-ярусных, рассказывала героиня. В общем, опять же, не буду говорить банальности о том, ой, какой ужас, ой, как все это печально. К сожалению, это, на мой взгляд, распространенное явление. И вот многие так называемые матери-героини, которые, значит, усыновляют толпы детей, зачастую это делают по меркантильным соображениям. Уж извините, опыт личных наблюдений говорит именно об этом. Я не встречал ни разу случаев, когда, живьем имею в виду, не встречал случаев, когда речь шла о том, что люди действительно являются какими-то сверхдобрыми существами, которые вот хотят всех спасти и, значит, объять весь мир своей любовью. Нет, им нужны деньги, выплаты, государственные пособия, рабочие руки, газель, уж простите, да, там с какого-то момента она выделяется многодетным семьям, по-моему, после 5 детей уже. Вот. Им все вот это нужно зачастую, и ни о какой любви речь не идет. В общем, обобщать не хочу. Допущу, что есть случаи отдельные, но я о них не знаю. Ну, я понимаю, когда люди достатка Артемия Лебедева могут себе позволить хоть 11 детей, хоть 500, это понятно, но в большинстве своем любые новости про многодетные семьи, любые эти сюжеты, они выглядят, они пахнут бедностью. Это всегда, ну, прям жалко смотреть на этих детей, у них нет ни должного внимания только со стороны каких-то старших братьев, у них какие-то полуспартанские условия, поэтому, лично я бы в прекрасной какой-то любой стране будущего эту тему бы пресекал бы, иметь по 12, по 10 детей. А, собственно, тебе это Булатова прилетает, что он зетник, с первого дня поддерживает СВО. Вот я лично о таких вещах не слышал. Вот я тоже. Много раз писали комментаторы об этом, а почему-то на глаза ни разу не попадались какие-то материалы с этим связанные. Вот ни разу, честное слово. И, конечно, может быть, специально, если поискать, найдем. И как-то он об этом умалчивает, когда со мной разговаривает, бывает, мы по телефону общаемся. Надо же, как такие вещи могут сосуществовать? Ну, может быть, как бы не могу спорить, как говорится. Если вы видели, друзья, значит, видели, как говорится. А то тогда можно было бы предложить прекрасные дебаты какого-нибудь иностранного агента Мурзагулова с Булатовым. Вообще было прекрасно обсудить спецоперацию. Тоже попкорн можно было бы вполне себе взять. Радий Фаритович Хабиров рассказал старшеклассникам из Башкирии о важности связи поколений. Что он тут сказал? Во-первых, он сказал, в этот день, что это за день, собственно? Это, собственно, подготовка к юбилею 80-летнему Великой Победы. В этот день мы выражаем глубокое уважение ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, героям, которые сейчас находятся на передовой. Всех смешали, я понял, выполняя задачи специальной военной операции. Бедные ветераны. Собственно, сам Хабиров поделился, что он служил аж с 82 по 84 год в Забайкальском военном округе в Учебке. Это была прекрасная школа взросления. 2 года делают парней старше.
закончил службу старшиной роты. Не молодеет Ради Фаритович, начинает рассказывать, как он где служил и, собственно, про свою юность. По мнению главы республики, одной из самых востребованных профессий на сегодняшний день являются IT-специалисты. Ну, в общем, Ради Фаритовичу, видимо, было скучно, он решил все темы обойти, и СВОшников причислил к ветеранам Великой Отечественной войны, и, собственно, про себя рассказал, и про IT-сферу зачем-то еще добавил. Вот, о том, что это самое востребованное. Большинство из этих людей не окажутся в IT-сфере, как мы понимаем, а потому как встреча была с участниками пятидневных сборов для учеников 10 классов. И, собственно, все ребята в военной форме, кто-то из них даже почему-то лысый. Там странно, там интересная очень картина, потому что встреча вроде как с учениками 10 классов, но при этом по виду некоторые мужчины, это факт просто, им лет где-то 50, они лысые, и вот, собственно, с краешку сидят. Это кто? Это трудовики или учителя ОБЖ? Ну, собственно, вот такая прекрасная встреча произошла у Радия Фаритовича Хабирова. Ну, такие встречи стали теперь общим местом, да, они часто происходят, и другого ожидать, к сожалению, мы не можем. Что? Давай. Я бы закончил прекрасной новостью о том, что... Да, у тебя же прекрасная новость. Вероятность столкновения астероида с Землей выросла в 1,5 раза. Теперь она равняется 3%. Собственно, не время пока ни радоваться, ни горевать. Мы в марте у нас товарищи посмотрят еще раз внимательно в телескоп и, собственно, скажут, растворится ли этот астероид в атмосфере Земли, или нам все-таки стоит ожидать, что 90 метров астероида такие влетят в Землю. Но, собственно, прогноз, он вполне себе имеет четкую дату, 22 декабря 2032 года. Прекрасно, что это все еще на 4 года меньше, чем очередной срок правления Владимира Владимировича Путина. После выборов 2030 года в его победе мы не сомневаемся абсолютно. Я так думаю, что вряд ли он поедет рыбачить или чем-то таким заниматься. Я думаю, что вполне себе еще молод и свеж Владимир Владимирович. Угу. Так, значит, что? Как говорится, эта новость такая из разряда, с одной стороны, оптимизм, с другой стороны, ощущение апокалипсиса. Посмотрим, как говорится, это то, на что мы точно повлиять никак не можем. Давайте влиять на то, с чем мы можем иметь дело. В общем-то, мы, собственно, с Женей этим и занимаемся на своем уровне. Вы, друзья, тоже можете поучаствовать в скажем так, действиях, направленных на конкретный результат, вы можете поддержать наш проект. Для этого все-таки нужно иногда переходить по ссылке на Boosty, в частности, которая у нас под эфиром в описании находится. Ваше содействие, пусть небольшое, но периодическое, это то, что очень необходимо. Опять-таки, не прошу, а настаиваю на том, чтобы вы оказывали эту поддержку. Про лайки также не забывайте. Это самый простой. Хотя бы, да, то, что вы можете делать здесь и сейчас, вне зависимости ни от каких обстоятельств. Ну что, Жень, а мы будем сворачиваться? Время наше истекает, да и, в общем-то, повестка исчерпана к этому часу. Да, собственно, все обсудили. Единственное, хотелось бы добавить всем бесконечным комментаторам, которые за каждую новость в Телеграме или, кстати, подписывайтесь там, в Ютубе рассказывают, что зачем вы то или иное освещаете, вы же оппозиция. Мы, дорогие товарищи, не оппозиция. Журналистику, пожалуйста, с какой-то оппозиционной деятельностью путать не надо. Журналистика – это журналистика, а оппозиция – это оппозиция. Это так небольшой намек многим нашим зрителям, которые любят со мной пообщаться. Собственно, давайте сворачиваться. Да. Со следующей недели, я надеюсь, и голос мы тоже поправим, и во всеоружии вернемся в эфир. Давай, именно так будем планировать.
Вот, друзья, спасибо. Спасибо. Будьте здоровы. Впереди выходные. Надеюсь, и потепление придет в родную республику. К нам оно уже начало приходить. Но я думаю, что это не связанные друг с другом процессы. Вот. Что ж, все. Пока, как говорится. Следите за анонсами. Увидимся.